До традиционного августовского совещания, где по традиции обсуждаются самые насущные и острые вопросы образования, буквально рукой подать. Да и до начала учебного года уже совсем ничего, меньше месяца. Поговорить о самом наболевшем, волнующем всех самое время. И мы уже объективности ради понимаем, знаем, о чем будем говорить и в августе, и в сентябре, и далее по списку все месяцы подряд. Конечно, в первую очередь о кадровых проблемах в школе, дефиците учителей, сложностях в выборе будущей профессии у старшеклассников и так далее. И во всем этом длинном списке вопросов есть один, о котором все знают, понимают его остроту, злободневность, просто суперактуальность, и при этом каждый раз обходят стороной. Либо замалчивают, либо стараются обсудить максимально быстро, бегло, поверхностно. А почему? Разве для этого нам нужно, чтобы, не дай бог, произошло очередное ЧП с жертвами, страшными потерями? Теперь уже, наверное, догадались, что речь пойдет о безопасности в школах. Как и кто ее сейчас обеспечивает и за какие деньги? Если совсем коротко, на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Татарстана из бюджета выделяются крайне недостаточно средств. По оценкам региональной ассоциации охранных организаций Республики Татарстан, сейчас бюджетом предусмотрена ставка для школ третьей категории 130 рублей в час, второй и первой категории 150 рублей, а нужно где-то в 2 раза больше. Тотальное недофинансирование приводит к убыткам и потенциальному банкротству частных охранных организаций в Татарстане, появлению на рынке полулегальных фирм из других регионов с сомнительной репутацией и в целом к снижению качества охранных услуг со всеми вытекающими отсюда тревожными и опасными последствиями. Сами чоповцы начали бить тревогу давно, пишут обращения во все инстанции, но, как мы уже сказали, неприятную тему старательно обходят стороной. Одно из крайних обращений с конкретным примером было в Общественный совет Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Подробности в нашем репортаже. Здесь, у нас контрольно-пропускной пункт, металлорамка установлена. Конечно, это не самая типичная казанская школа, а одна из самых передовых, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности. Входная группа не только оборудована всем необходимым: металлорамкой, мини-аппаратной с камерами наблюдения, кнопкой тревожного вызова. А как он срабатывает? Если нажмете, сразу сейчас разговаривать, через 5-7 минут. Все, нет. Здесь постоянно присутствует минимум 3-4 охранника, один за камерами, 2 на КПП, еще один каждые 2 часа осуществляет обход территории школы, а это на секунду 1680 метров. Получается. А сколько раз надо обходить? Каждые 2 часа. С начальником охраны этого образовательного объекта Алексеем Карповым. Он такой же по сложности объект, как, условно говоря, какой-нибудь другой производственный или магазин? Или нет, школа, конечно, намного сложнее. Сложнее? Все равно, да. Дети же. И председателем региональной ассоциации охранных организаций Татарстана Андреем Мартьяновым приближаемся к другому посту охраны школы. Здесь еще одно КПП с аппаратной и электронной пропускной системой. Взрослых мы стараемся вообще не пускать. Сюда? Да. Мы еще там отсекаем. А дети проходят по каким-то пропускам, да, своим? С 5 класса здесь. Я вот хотел бы с 1. Сложнейшая и затратная технологически и финансовая система безопасности, которая в принципе не может финансироваться по остаточному принципу, в которой задействованы квалифицированные специалисты с затратами на лицензирование, обучение, подготовку и переподготовку, медицинское освидетельствование. Проходить медицинскую комиссию, периодическую проверку по действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, специальных средств. Экзамен сдает, причем Росгвардия присутствует, там не все так просто. Всего в Татарстане порядка 3600 образовательных объектов, которые нуждаются в постоянной охране. 4 категорий в зависимости от количества учащихся. 101 объект первой категории, 95% из них имеет договор на охрану. 166 школ второй категории, 98% имеет паспорт безопасности. И основная часть, 1515 третьей категории, 89% имеет договор на охрану и порядка 1700 четвертой категории. На первый взгляд ситуация не выглядит критической. Около 90% всех школ находятся под охраной, остальные 10% могут получить паспорт безопасности со дня на день, с недели на неделю. Другое дело, как и кем реально охраняются эти объекты. Такие школы, как эта, первой категории, в Казани скорее исключение из правила. Она имеет неплохие внебюджетные источники финансирования, поэтому охрана здесь квалифицированная на практически постоянной основе. Подавляющее большинство школ финансируется из бюджета по лимиту. 130 рублей в час школ для 3 и 4 категории, 150 рублей для 1 и 2 категории. Много это или мало?
катастрофически мало, заявляют представители охранного бизнеса в Татарстане. Один из типичных примеров был рассмотрен на заседании Общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». Администрация попросила, чтобы мы взялись за это дело. Тяжело вздыхая, Николай Егоров поведал свою печальную историю. В 2021 году по просьбе администрации Азнакаевского района его организация взялась за обеспечение охраны около 50 объектов, в основном школ, из расчета 130 рублей в час. Такой лимит бюджетного финансирования, напомним, установлен постановлением правительства Татарстана для школ 3 и 4 категорий. Отметим, что, как правило, иного источника финансирования у администрации школы нет. Прошло 4 года, за это время цены взлетели вверх, увеличился и российский, и татарстанский МРОТ, минимальный размер оплаты труда. В России с 12 972 рублей в 2021 году до 19 242 рублей сейчас. В Татарстане МРОТ на этот год 22 020 рублей. Сейчас, констатирует Николай Козлов, вести бизнес не то что нерентабельно, с возрастающими как снежный ком убытками просто невозможно. И приводит пример расчета выделяемых средств и фактических затрат по одному из своих объектов. Итак, выплаты в месяц на охранные услуги из бюджета 47 580 рублей. При этом только фонд оплаты труда охранного агентства больше 44 тысяч. Если прибавить к этой цифре налоги и минимальные накладные расходы, бизнес, если его, конечно, можно так назвать, Николая Козлова, уходит в глубокий минус. Пока вот держимся до 1 сентября, я думаю, что что-то должно измениться в лучшую сторону. А до 1 сентября уже рукой подать. Сами представители охранного бизнеса республики призывают власти найти более взвешенное решение. Для начала перевести постановление Кабмина в соответствии с приказом Росгвардии номер 45, который устанавливает максимальную стоимость по контракту, и уже плясать от этой суммы. Дневной пост 12-часовой для школ получается по этому расчету 360 рублей в час. Суточный пост 282 рубля в час. Новосибирская область. 205 рублей час, 12-часовой пост. Так? Дальше Челябинск, 180 рублей час. У нас, напомните, сколько? А у нас 150. Да. Владимир, 250. Сейчас, понимая, что лишних денег в муниципальных бюджетах нет, стороны ищут выход из ситуации. Одно из предложений, опять же, сделаем сноску неофициальных, прозвучало на заседании Совета ЦО «Бизнес против коррупции». Принять в расчет по факту, что в большинстве школ охранной организации не работают в субботу и воскресенье, в каникулы и праздники. А в этот период функции охраны исполняет сторож или гардеробщик. Есть нюанс предложения, как мы уже сказали, неофициальный, потому что и само Министерство образования Татарстана считает это нарушением. Я бы назвал это все-таки нарушением, но пошли люди на риск для того, чтобы сохранить уровень, увеличить уровень 1 часа работы одного поста. Если случится какой-нибудь ситуация, как со школой, да, какой-то, то уголовные дела будут все. Конечно. Пока уголовные дела не наступили, школы держатся до очередного ЧП, но резкое снижение качества охраны и, как следствие, приход на наш рынок фирм с сомнительной репутацией из других регионов уже свершившийся факт. У них офис находится в другой республике, да, и самое-то главное, что налоги-то они платят туда, деньги уходят у нас с республики. Все школы, которые вводятся на торги, по этим ценам торги просто не состоятся. Они остаются несостоявшиеся, и если там торги не состоялись, им разрешено напрямую заключать договор, с кого они найдут. То есть вот кого они найдут? Они найдут того, кто будет просто некачественные услуги оказывать. И у нас два варианта получается в этой истории. Либо предприниматель становится банкротом, тот, который хочет законно работать, либо это недобросовестные предприниматели, которые нам образуют серый рынок труда и не обеспечат безопасность наших детей. Вот к такому выводу мы приходим. Либо третий вариант, мы находим все-таки решение. Третий – это уже самый хороший вариант, на котором мы сегодня настаиваем и предлагаем. Это вносить ежегодные изменения в постановление Кабинета министров Республики Татарстан с учетом приказа Росгвардии. Выбор вроде бы очевидный. Из двух плохих вариантов выбрать третий самый лучший. Да, он повлечет дополнительные затраты, но разве не стоит на это пойти ради безопасности наших детей? Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Булат Абдульманов. 7 дней.